ждем рематча от Fight Night. Берчик, что болтуны, как там, что там. Блин, мы вроде воздуха здесь не ждали, поэтому... У меня кондиционер здесь работает, воздуха хватает. Дует, да, тебе немного? Да. Приветствую, салам алейкум. Зав, ты где? Ты знаешь, где я. Это самое... Да, я видел твое сообщение, сейчас сделаю. Рематч возможен, конечно. Но все равно бой. Чей, мой? Не, он немножко неправильно спросил. Рематч возможен, нет. Реванш неизбежен. Как ты думаешь, вот, Азизхан, Лига Fight Nights даст сразу ли реванш, или же даст какого-нибудь другого бойца из этого дивизиона, после которого возможен реванш? Мне, собственно, без разницы. Это знает Лига Fight Night, это знают все. То есть, ты бы на любые условия, да, согласился? Они знают, откуда у них идут просмотры, комментарии. Они знают, откуда у них актив. Да, с этим я согласен. Если посмотреть на публикации Яза Азизхана, там сколько, более 2000 комментариев, хотя главные бои... Главный бой собрал 94 комментария. Какой нахер главный бой это? Ну, при всем уважении, да, к Раисову. Но это тоже был такой интересный бой про лезвие. Я удивился, когда услышал это от Махно. Да, ну похуй на это, но мы увидели неуважение в свою сторону, высказывание, так что скоро я заставлю их глотать свои слова обратно всех. Как говорил этот Эскобар, я заставлю их уважать меня. Да мне, собственно, похрен на них, уважают они меня или нет, но знаю я одно, я отныне не уважаю никого. Ты знаешь, кого я имею в виду? Ну да, я понял, про кого ты. Так, что у нас еще здесь есть? С кем у тебя будет следующий бой? Пока неизвестно у него. Пока Азизхан восстанавливается, Азизхан отдыхает. Пока набираю килограммы, которые сгонял. Да, весогонка была жесткой. Как думаешь, в следующий раз будет легче гонять 57? Думаю, да, теперь у нас это НАТО же эту хуйню нашла. С ней будет лучше. И проще. Нормально ты ее описал. Ну, я не знаю, ее же НАТО зовут. Нет, я не про нее, я про аппарат этот. Ну, я не знаю, как она называется. Сколько уйдет на восстановление? Я думаю, в районе месяца где-то. Не, это все хуйня. Главное, за мной мой народ. Это самое главное. Это вот самая безумная поддержка у меня. Ощутил ли ты ее вообще? Очень, да. И как до боя, так и после. А хейт, ты как-то обращал на него внимание? На них мне вообще похер. Потому что, он был прям очень диким таким. Я вообще на них внимания не обращаю. Они не смогут залезать мне в голову, так что пускай продолжают в том же духе. Они поднимают мне рейтинги.
Ну да, они сами этого не знают, но поднимают. Почему мое поражение выглядит громче всех победы? Можно на Fight Night, там, на промоушенах Pop MMA. Согласен. Мои соперники сейчас, наверное, безумно рады, да? Я тебе так скажу, 80% вообще индустрии, кто следит за ней, кто в ней, вообще все рады тому, что так произошло, потому что к Мухаммеду Али, когда ты же вроде тоже говорил, все не ждут моей победы, ждут моего поражения. Ну, это Слишком, нормально, это нормально, когда ты лучший в своем деле, поэтому. слишком долго они этого ждали. Как Дождались говорил один наконец. великий человек, не буду называть его имени, он сам знает, надеюсь, увидит этот эфир, их участь это наблюдать за нами, поэтому тут больше нечего добавить. Пускай наблюдают дальше. Все говорят, что тебе рано на титульный бой. Почему? Говорит, угомонить, кому вы нужны. Ну, по крайней мере, ты сейчас сидишь и наблюдаешь за нами. Ты, может быть, даже и подписан на кого-то из нас, раз ты увидел этот эфир. Поэтому я не знаю, кому нужны. Как бы люди не старались отрицать тот факт, что Что закажешь? типа вы никому не нужны и т.д. и т.п., но все равно в глубине души вам интересно, и вы следите за этим, поэтому Эй, в смысле, ничего не поделаешь. в глубине души, это сжигает их изнутри. Зависть, знаешь, это зависть, это... Нет, зависть понятно, но интерес, потому что каждому а-ля хейтеру, как бы он там ни говорил, что я их там ненавижу, но они смотрят, они же подписаны, они следят, типа им интересно. Вопрос Конечно. только в этом. И как бы вызывают эмоции какие-то. Мне, короче, один даун пишет. Он тоже в Fight Night брался. Он на Ага. этого, на голубого из адмирал-генерала Аладдина похоже. Он И что такую пишет? хуйню там все несет. Посмотри в мой директ, что он там пишет. Он хочет, типа, сделали историю, я хочу с тобой драться, давай либо Fight Night, либо Fight. Актив у него, знаешь, у него подписчики меньше, чем у меня, комментарии там. Ну, мужик, иди нахер отсюда. И кто вообще такой? Да уж. Ну, да, я заметил, я недавно еще видел какого-то боксера, который выкладывал. Ему когда-то предлагали с тобой бой на Fight Night. Вот. Но тогда у тебя это было после конференции с Персом, когда тебя сзади ударили Это в тот, кресту. как сказали, бой на Fight Night, это работа в квартире 1 минута. Ну, не будем в подробности как бы вдаваться, но вот, после того, когда тебе попали по челюсти, и когда у тебя она была травмирована, Угу. в этот момент предложили как раз этот бой, но по понятным причинам мы отказали. Вот, и он выкладывал что-то сторис, отмечал, и он говорит, я его разберу, я хочу с ним подраться, сделайте мне бой. Я говорю, ладно. И твое время тоже подождет, пока будь в очереди.
У меня, в принципе, знаешь, вот моя тетрадка вот, красная. А, как бы, Азизхан, в ней уже мест нет. Это самое. Записывать в их. Это, я видел где-то Шафхал сказал, что если я хочу с ним драться, я буду в очереди. А где ты это видел? Ну, по Это, понятным причинам, это с Шафхалом боя-то и уже не будет. Как бы. Я думаю, и у него, наверное, может быть, желание пропало. не очкуй, примите эфир. Это кто? Ладно, нахер его дальше. О чем там мы разговаривали? Да я рассказывал о боксерах, о боксере, который хотел с тобой драться. О боксерах я тоже хотел сказать. Почему Да, все кстати, боксеры боксеры есть еще. боксеры хотят драться именно по боксу? Один хочет защитить свою честь по боксу, другой Да. говорит, я тебя сломаю, там все такое, но по боксу. Если ты готов сломать, давай в ММА. Поэтому когда-то была придумана был придуман формат ММА на голых кулаках. Вот это прям, ну, вот самое идеальное. Это, считай, то же самое, что улица. Поэтому те же самые боксеры могли выйти по ММА на голых кулаках и Они деритесь сколько вам угодно. по спортивному ММА не хотят драться. Это для них слишком жесткое. Им куда проще на руках драться только. Почему Марат, Никулин, Кальмиков, Наврузов, почему они не хотят драться по ММА? Почему? У меня один Но вопрос. один из них уже Почему? дрался по ММА. Один из них драл... Нет, двое уже дрались по ММА. Эм, одного победил как бы Коваленко, блогер, а второй уснул как бы. Который? Никулин. Его Кто там усыпили. победил? Кальмиков же тоже дрался по ММА. Я, кстати, видел его один бой на каком-то промоушене, где первый раунд что-то бокс, второй ММА, третий кик, короче, непонятно, непонятный промоушен, но парень какой-то из Таджикистана был, он с ним дрался, и он его Да, выиграл. я знал его имя, я забыл, как его зовут, пацана. Да, ну, потому что преимущества не будет у них, конечно, Ему тоже сделали треугольник. тоже. Но разница, знаешь, в чем? А, Он постучал, а я нет. ну, как бы, да, этим и отличаются люди. Чувствуешь разницу? Конечно, это большая очень разница. М, Вот, ну, я, Муродов Самандар, да. Этого пацана зовут Муродов Самандар, который Кальмикова задушил. да, да. Да, вот тут пишут. Самандар Муродов. Да, я видел этот бой. Вот, что я хотел спросить-то? Ну, я как бы не был в такой ситуации во времени боя, но, конечно, на тренировках, может, еще был, но э, вот какие мысли бывают в тот момент, вот этот критический момент, когда вот, ну, вот даже у тебя сейчас, когда вот в этом бою, вот, когда ты понимаешь, что ты уже в треугольнике, ну, и ты типа задумываешься о том, то, чтобы стучать или нет, или типа нет, я не сдамся, или
Или вот, ну, что в голове вообще? Об этом я вообще не думал. Когда я был в треугольнике, я был немножко в нокдауне, иначе бы я вышел из этого треугольника. Но у меня в мыслях даже сдаться не было. Если задушат, я усну, если на болевой возьмут, пускай сломают. Стучат, это вообще не мое. Я вообще не рассматриваю это как Это как бы, да, это понятно, в этом вообще нет сомнений, но мне просто интересно и хотелось бы почувствовать на себе, ну, каково это, типа, что ты думаешь, или ты вообще не думаешь в этот момент, и как ты, как это вообще все происходит. Там два варианта. Либо ты терпишь это и выходишь оттуда, либо ты просто уснешь и все. Ну да, нужно попробовать. Лучше постучать, чем уснуть. Ну, Это, если, наверное, самое плохое, что я слышал в этой жизни. Самый плохой совет. если мужество позволяет этого, то можешь Ну каждый да. день постучать. Даже без треугольника. Просто так можешь постучать. Вы дома пообщаться не можете? Нет, мы общаемся для аудитории, поэтому... Тем более мы в Да. разных местах. Когда приедешь? Может, в Таджикистане организуют турнир Fight Nights когда-нибудь. Я буду драться в главном эвенте там. Интересно. Посмотрим. Да, такой вариант тоже возможен, если И будет какой-то тогда карт. уже вот, и тогда уже вот фанаты нахрен перекрикивают всех там. Да, кстати, это ты слышал, вот ты слышал во время боя, как фанаты соперника перекрикивали наших, потому что наших там было очень мало, в принципе, там, от силы 30 человек. Вот, слышал ли ты это вообще? Не, я их вообще не слышал. Я слышал только А своих ты секундантов. слышал, вот, да, это я хотел спросить, ты слышал Чор, Шамабата? Да. Я даже когда в нокдауне били, я их слышал. Все вот думают, я проиграли, все. Думают, что все уже, типа, на этом все Да. закончилось. Как ты сказал, это хороший ингредиент успеха, да, или чемпион, или как? Секретный ингредиент успеха. Ну, такое топливо. Берре, короче, мне покушать надо. Все, давай. Сейчас я тоже выхожу из эфира, Ингредиенты поэтому закажи мне. все, давайте. Всем Давай. общемся.